Здравствуйте, в эфире программа «Экономика и мы». В студии Мадина Албгачиева, и сегодня вы узнаете о том, что нового произошло в сфере экономики за последнюю неделю. Итак, смотрите далее. Реестр недобросовестных поставщиков. Кто может попасть в черный список? Боремся с безработицей. Швейная фабрика приглашает на работу. МАГАЗ-2021. В Ингушетии в конце месяца состоится бизнес-форум. Участие в госзакупках открывает для бизнеса хорошие перспективы. Прибыльные сделки, стабильный поток заказов, полезные связи, формирование репутации надежного поставщика. Но все это можно потерять, попав в реестр недобросовестных поставщиков. В том числе из-за ошибки, невнимательности или мелкого нарушения. Сам факт присутствия в этом списке – сильнейший удар по деловой репутации. Блокируется доступ к госзакупкам, серьезно ограничивается возможность участия в коммерческих тендерах, любая сделка оказывается под угрозой. Подробно о том, что такое реестр недобросовестных поставщиков, за что в него попадают, какие последствия влечет включение в реестр и как добиться исключения, в следующем сюжете. Реестр недобросовестных поставщиков – это своеобразный черный список. Он позволяет предупредить других участников о неблагонадежности компании или ИП. Если в нем нет информации о них, это говорит либо об их добропорядочности, либо о том, что они не участвовали в закупках или не выигрывали их. Если информация об ИП и компании, ее руководителе, данные об аффилированных лицах, членах правления или иного коллегиального органа юрлица есть в списке, это ограничивает их возможности участвовать в других закупках. Общий срок нахождения сведений на официальном сайте РНП составляет 2 года. Затем информация удаляется. Направление информации в ФАС для включения в реестр недобросовестных поставщиков является обязанностью заказчика, а не его правом. Если он этого не сделает, ему грозит административная ответственность. Реестр недобросовестных поставщиков создан в целях обеспечения исполнения лицом принятых на себя обязательств в рамках процедуры извлечения государственного и муниципального заказа, защиты добросовестной конкуренции и предотвращения злоупотреблений в сфере размещения государственных и муниципальных заказов. Реестр недобросовестных поставщиков – своего рода санкция за допущенные нарушения в сфере закупок товаров, работ, услуг. Реестр публикуется в единой информационной системе и содержит следующие сведения: наименование, местонахождение, ИНН для юридических лиц, фамилия, имя, отчество и ИНН для ИП и физических лиц. Наименование, фамилия, имя, отчество и индивидуальный номер налогоплательщика всех учредителей юридического лица, его единоличного органа управления и членов коллегиальных органов управления. Информацию о контракте или закупке, нарушение условий которых послужило поводом для внесения в реестр недобросовестных поставщиков. Дату внесения в этот список. В реестр недобросовестных поставщиков попадают участники закупок, которые уклонились от заключения контракта. Это такие, которые не выполнили условия, признанных победителем аукционных требований о предоставлении надлежащего обеспечения, не предоставление надлежащего обеспечения исполнения контракта, не подписание установленного срока контракта победителем закупки. Также это поставщики, с которыми контракты расторгнуты по решению суда и при одностороннем отказе заказчика от исполнения контракта. Период нахождения в РНП – 2 года. По истечении этого срока компания или ИП исключаются из реестра. Процедура досрочного исключения из РНП законом не предусмотрена. Единственный вариант – обжаловать решение антимонопольной службы в арбитражном суде. Это можно сделать в течение 3 месяцев с момента принятия обжалуемого решения. Поводом для отмены решения ФАС могут быть доказанная в суде добросовестность участника или поставщика при заключении или исполнении контракта, отсутствие намерений уклоняться от заключения контракта, несмотря на формальное нарушение процедуры и сроков, нарушение процедур и сроков по техническим причинам, которые не зависели от участника закупа, процессуальные нарушения, допущенные Федеральной антимонопольной службой при рассмотрении обращения заказчика и принятии решения, нарушение заказчиком процедуры одностороннего отказа от исполнения контракта, неправомерные действия заказчика, за которыми последовали нарушения со стороны участника закупки или поставщика, вина заказчика в допущенном участником или поставщиком нарушении, формальность проведенной ФАС-проверки, при которой не были установлены и проверены фактические обстоятельства дела, степень вины каждой из сторон, нарушение заказчиком сроков и порядка обращения в ФАС для включения участника в РНП. Обращение в суд – достаточно эффективный способ обжалования решений Федеральной антимонопольной службы. Арбитражные суды часто встают на сторону участников закупки и поставщиков, но свою правоту придется доказывать, а судебный процесс зачастую длится не 1 месяц. Поэтому лучше, конечно, в реестр недобросовестных поставщиков не попадать. Не нарушайте процедуры и сроки, а если нарушили, постарайтесь договориться с заказчиком до его обращения в Федеральную антимонопольную службу.
Швейной фабрике в сельском поселении Аль-Юрт по-прежнему требуются работники. Вакантными остаются более 400 мест. Предприятие предлагает удобный график работы, выходные субботы, воскресенье, корпоративный транспорт, бесплатное питание и обучение в процессе работы. В этом помогают турецкие специалисты. Зарплата начисляется и за время стажировки. Сейчас швеи вовсю работают сразу над 3 крупными заказами. Только в одной партии нужно изготовить почти 4000 утепленных курток. Каждый сосредоточен на своем участке. Индира Исмурзиева счастлива, что нашла здесь работу. Она искала ее более 5 лет. Женщина трудится на фабрике не так давно, поэтому всем тонкостям и азам швейного дела ее вместе с другими новичками обучили быстро. Зарплату начисляли еще на этапе стажировки. Влиться в коллектив было просто. С нуля дал хакла, машин бартейна, хавичте, был хамбу, хабит, хайош, транспорте бесплатно, хавинчина, цар, ахчах, такой сдидак дал цедезыш, бесплатное питание. Помимо бесплатного обеда, здесь предусмотрены и полдники. В общем, условиям работы остается только позавидовать. Но, несмотря на это и даже учитывая уровень безработицы в регионе, на предприятии острая нехватка специалистов. Вакантными до сих пор остаются более 400 мест. был حيبش بالنخ أو بوه بأولي ويتي حياة فعبوه كهمز بقى شويش لا هم تيجش بعض بقى نهبه حيبش بقى تبيزر بشتغل تيجش برج تحوج برج كنترول يج إشت كنترول كاش سو أقصخ تي إج نهبه بيزر برج بقى شوي تخنوق صار أصوج مش تيتخن بوه خاطر يعني بوه حام بوخش. Люди идут, но не в том количестве, как хотелось бы, говорят на фабрике. Из-за нехватки рабочей силы предприятию приходится отказывать в новых заказах, а их очень много. يوه يعيش كوركاجي بيري ده حماجي يوه جا أزوات جا سبيت أديش طاجش يوه جا بوخ حماجي يوقت عند يوقت كثير مجيء يري راسي شيء يوقت تكاجي وجزء يوقت كروت كمباني جي صار زكاة جوا ديش داشتا. При этом зарплата начисляется с первого дня на фабрике. Суббота-воскресенье – выходные. Рабочий график с 9 до 18. Корпоративный транспорт, молельные комнаты, бесплатный обед и 2 полдника. Зарплата начисляется от 15 тысяч. Но и это не предел. Есть те, кто получают по 20 и 25 тысяч. Швейная фабрика перезапущена по поручению главы республики, благодаря чему в Ингушетии удалось создать сотни новых рабочих мест. Аграрии Ингушетии к 2030 году намерены довести площадь виноградников до 1000 гектаров. В настоящее время в республике заложено порядка 400 гектаров виноградников, из которых около 200 гектаров требуют восстановительных работ. Об этом сообщил информационному агентству ТАСС начальник отдела земледелия и растениеводства Минсельхоза Республики Зелимхан Аздоев. Ранее отмечалось, что правительство России в 2022-2024 годах выделит регионам 7,5 миллиардов рублей на стимулирование развития виноградства, в том числе на посадку новых виноградников и уход за ними. Средства получат Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Крым, Северная Осетия, Татарстан, Чечня, Краснодарский край, Волгоградская, Оренбургская, Ростовская области, Ставропольский край, Севастополь. По словам Аздоева, основной проблемой для возделывания винограда в Ингушетии является отсутствие мелиоративных систем. Еще в советское время была создана оросительная система Алханчурский канал. Сегодня мы возлагаем надежды на его реконструкцию, поскольку орошение остро необходимо для выращивания винограда и других культур. Есть поручение главы республики, создана комиссия по мелиорации, отметил собеседник агентства. Он добавил, что в следующем году в республике вступают в плодоношение первые 10 гектаров ранее заложенных виноградников. В Ингушетии 25 ноября состоится первый бизнес-форум МАГАС-2021 с участием экспертов в сфере экономики, представителей Торгово-промышленной палаты России и местных производителей, сообщил Интерфаксу представитель Фонда поддержки предпринимательства. Мероприятие организовано Фондом поддержки предпринимательства Ингушетии совместно с Минэкономразвития, Торгово-промышленной палаты и региональным отделением «Деловой России». В рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» Фонд поддержки предпринимательства Республики Ингушетия организовывает форум, бизнес-форум МАГАС-2021, который пройдет в городе Магас 25 ноября.
На сегодняшний день, как мы знаем, наше руководство и глава Республики Ингушетия уделяет особое внимание развитию бизнеса, привлечению инвесторов, улучшению инвестиционного климата в регионе и поддержке предпринимательской инициативы, особенно среди молодежи. Важно отметить, что данное мероприятие проводится совместно с нашим Министерством экономического развития Республики Ингушетия, Торгово-промышленной палатой Республики Ингушетия, региональным отделением общественной организации «Деловая Россия». Цель данного форума – это объединение участников различных отраслей бизнеса для установления деловых контактов, открытого диалога предпринимателей и представителей власти, повышение уровня качества предоставляемых услуг, что очень важно, улучшение инвестиционной привлекательности. Кроме того, на форуме будут обсуждаться механизмы получения мер государственной поддержки. В форуме примут участие руководство Республики Ингушетия, представители исполнительной власти республики, общественные организации и, конечно, сами представители бизнес-сообщества. Кроме того, приглашены и примут участие почетные гости федерального уровня. Это представители Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, представители общественной организации, общероссийской общественной организации «Деловая Россия», Министерства экономики Российской Федерации и акционерного общества корпорации МСП. Также на форуме будет выставка продукции наших предпринимателей. Ее представят предприниматели, которым мы уже оказали поддержку, и на сегодняшний день они имеют устойчивый бизнес. Будут проводиться мастер-классы, что будет очень интересно, думаю, нашей молодежи. Начинающим предпринимателям не только будет интересно послушать бизнес-тренеров, которые расскажут о личностном росте, о том, как развивать свой бизнес, о том, как мотивировать своих сотрудников и многое другое. Участники форума обсудят перспективы развития малого и среднего предпринимательства в республике, выслушают признанных экспертов в сфере экономики и бизнеса, в том числе федеральных. Запланированы различные мастер-классы, деловая экспозиция, где представители торговых, промышленных и сельскохозяйственных компаний продемонстрируют свою продукцию. В преддверии мероприятия проведут конкурс «Лучший стартап-проект» среди предпринимателей, итоги которого подведут 25 ноября. В нем смогут принять участие представители малого и среднего предпринимательства республики, инициативная молодежь, заинтересованные лица. Главная цель бизнес-форума «Магаз-2021» – объединение участников различных отраслей бизнеса для установления деловых контактов, открытого диалога с представителями власти, повышения качества предоставляемых в республике услуг и инвестиционной привлекательности региона. В условиях роста стоимости мяса, говядины и баранины, которая в Ингушетии с начала года повысилась на 40-50 рублей за килограмм, в регионе постепенно увеличивается потребление рыбы. Согласно опросу, проведенному газетой «Сердало», в начале ноября нынешнего года более 80% жителей Ингушетии не менее одного раза в неделю потребляют рыбную продукцию. Отметим, что 20 лет назад этот показатель не превышал 50%. Также имеет место сезонный аспект. Спрос на рыбу в республике возрастает в осенние и зимние месяцы. Этот потребительский спрос совпадает с показателями по стране. По оценке экспертов, спрос на рыбу будет расти и в следующем году. В Ингушетии рыбные товары на рынках и в магазинах в основном завозные. Между тем, в регионе хорошие перспективы для малого бизнеса, готового попробовать свои силы в рыболовстве, инвестировать средства в строительство местных водных объектов рыбохозяйственного значения. Ну что ж, на этом выпуск программы «Экономика и мы» завершен. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. До встречи в эфире.